след об этом отображаю вдоль гранитных стен Петропавловской крепости. Петропавловская крепость, строительство Петропавловской крепости неразрывно связано с главным для России событием начала XVIII века, Северной войной со Швецией, начатой и ведшейся Петром I, как война за выход в Балтийское море на берегах Финского залива. Вот где-то к маю 1703 года в войне наметился некоторый перелом. Удалось отвоевать Невские земли, но и предстояло их укрепить. А для этого нужно было построить особую крепость. И вот на военном совете определились с местом, где возвести эту новую цитадель. Выбор тогда пал на один из островов, расположенных вдоль Невы. В том месте, где река делится на три своих течения или три рукава, шведы называли этот остров Люст, Эйланд или Веселый остров. Финны именовали его Енисари, Заячий остров. Вот именно здесь, в торжественной обстановке, 16 мая по старому стилю, 27 по новому, и была заложена крепость, и именована Санкт-Петербург в честь святого апостола Петра, небесного покровителя Петра Алексеевича. Уже через месяц в центре крепости стали строить собор, тогда еще первый деревянный собор с во имя святых апостолов Петра и Павла. Вскоре всю крепость поэтому стали называть Петропавловской, ну а Петербургом именовали город, который быстренько стал строиться под защитой этих мощных крепостных стен. Доминико Трезини, итальянский зодчий и фортификатор, был приглашен Петром для возведения крепостных построек. И вот он применил в своем строительстве уже распространенный в Европе, но новый для России метод бастионного крепостного строительства. Бастионы — такие пятиугольные сооружения каменные, три угла которых выдвинуты в сторону противника. В свое время надзор за возведением